Мясомолочный комплекс Агапшинский – одно из предприятий государственно-частного партнерства с общей прибылью почти 15 миллионов рублей. Лев Кузнецов прошелся по корпусам, где размещается 800 голов племенного скота галштино-фрийской породы, где уже имеется приплод животных 370 телят. Также запускается цех по переработке молочной продукции, которая составляет около 30 тонн в сутки. Вот это аппарат подгоняет, все, давайте, эту часть, это Андрей ушла, вторую заходит, подгоняет, здесь находится врач, постоянно. Лев Кузнецов отметил, что каждый регион должен специализироваться на определенной продукции. По его мнению, в Ингушетии четко прослеживается эффективная политика местных властей в этом направлении. Современные технологии требуют больших инвестиций, поэтому ключевая задача и федерального центра, и регионального уровня определить, а такое поручение дано, ту специализацию, которая будет доминировать в республике, и максимально содействовать, чтобы именно эти проекты пользовались максимальной государственной поддержкой. В этом году планируется запустить линию по изготовлению кефира, сметаны, ряженки, которые будут поставляться в образовательные учреждения республики, а упаковки молочной продукции будут изготовлены под брендом «Молоко Ингушетии». Есть такая идея поставить 5-6 таких крупных супермаркетов, так магазин, так будет называться магазин, сделан в Ингушетии. Помощь государства будет выделение земли, оформление земли, а дальше уже это инвестиционные проекты, инвесторы сами будут строить. Чтобы там была не только молочная, сельхозпродукция, и строительная продукция, все, что там может было. Человек пришел и, покупая, еще гордился бы тем, что это сделано в Ингушетии. Вот, к примеру, на ОАО «Братцевская» в самом разгаре работы по сбору урожая яблок. Хозяйство планирует собрать более 1000 тонн фруктов. С особой техникой сбора яблок познакомился и сам Лев Кузнецов. Указательным пальцем. Сюда? Наверх, наверх. Сюда? Наверх. О, ведь все-таки министр тоже обучаемый. В сборе урожая задействовано 120 человек, которые за день собирают около 600 килограммов на человека. В основном женские коллективы. Все, да? В основном женский коллектив. Это тоже, есть, конечно, очень важно, ребята. чтобы женщина занятость, да? Да, На Кавказе это очень... Это же хорошо, что женщина, да, вот так работает? Сейчас в пределах 100-120 человек тут пока задействовано будет. А так, на период посадки у нас будет до 300 человек. Агропредприятие при поддержке республиканских властей до конца 2016 года планирует запустить цеха по товарной обработке и упаковке яблок. Их общая производительность составит 10 тонн в час. По мнению Льва Кузнецова, регион в полной мере смог приспособиться к новым экономическим условиям. Мы видели и по выращиванию яблок, и по овощеводству, и по мясному и молочному животноводству. Здесь очень хороший потенциал. И очень важно, что здесь есть потенциал не только по выращиванию, но и по созданию селекционных центров. Я считаю, что вот это, знаете, как раз может быть хорошей лакмусовой бумажкой и очень быстрым ответом на тот вызов, который мы, как в целом страна, имеем сегодня. И через это, что еще важно, вот через магазины, создание розничной сети, позволить, чтобы наша продукция была доступна для жителей. Яблоки будут реализовываться по более выгодной для потребителя цене. В крупных населенных пунктах республики планируется создать сетевые магазины по реализации местной продукции. Говоря словом импортозамещения, возродить то, что у нас было, сделать то, чего не было, а чтобы наши яблоки были настолько конкурентоспособны, чтобы население это покупало. Вот в чем смысл стоит. И в этом есть главная сейчас задача. Не просто производить, а производить качественно, вкусно, красиво. В том, что касается и упаковки. Далее министр осмотрел восстановленные пруды, которые оставались заброшенными на протяжении более четверти века. На первом этапе предполагается выращивание более 100 тонн рыбы в год. Благоустроенные пруды уже запустили форель, карпа, белого амура. В хозяйстве будут работать более 30 человек. Юнусбек Евкуров и Лев Кузнецов завершили осмотр прудов совместной рыбалкой. Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Юнус Сичоев. Новости 24.